Чисто Это не только меня, да. Там вот так приходу половить. Любой хум нохшич вахтала, на золото дагадо, элдиктуш. Да. Например, дело реза худахуна, хайнагу шахтол цыгана. Ну что там такого смешного? Ассаламу алейкум, Маршфойл Абакар. Валейкум салам. Мой амокшо нормально. Пойдет нормально. А Турция обар мухи таранцы. Да, нормально, очень красиво. Хинц уйрен сахачуса, тагана уйрен сатошвена. Вид до того хазу кячел. Да. Очки тоже красивые очень. Там турцы ребята постарались, Да? чтобы было красиво. Абакар, сразу первый вопрос. Где вы живете? Хасавюрте. А почему Хасавюрте? Не знаю, там вот вырос с самого детства, с подкласса я там учился. И вот так вырос вот в Хасавюрте. Родители, когда я был маленький, в 69 году, у меня есть такое село Чантаул, это где-то 30-40 километров от Хасавюрта. Взяли меня с этого села Хасавюрт, я был маленький, в 69 году. И с тех пор с родителями жил там, сейчас там родительский дом. И вот так получилось, там вырос, там все знакомые, друзья. Самый часто задаваемый вопрос, кто вы по национальности? Сайк хач и хундлотет. Но он живет в Хасавюрте, хата или духаво. Тоже стало интересно. Нохчево, эхки, нохчичер, хаб мабы, нохчичер, церемонии инстанное время в кюглах борщ, бол бешву, лам эхки, мох бок, халх один эхки нохчичер хабелбу. Значит, тейпунш эрдокуш, да, армия осуждена. Я до того мне нохчи хлэр, мне это был дозолдерсы, нохчи хлэр, потому что нохчи он отличается, да? Да, потому что и өздохл вез, и дикт и ехал вез. Отличаться от вещи. Да, отличаться от вещи. Да. И я отличался, например, Ротви, где я служил в армии Германии. Германия, не нас. Да, 2 года, это 80-й и 82-й год. Я отличался, вот там узбеки, там разные, там поляки, вот эти украинцы, молдавцы, разные вот. Я отличался вот и всегда старался, чтобы я отличался от них, потому что я чеченец. И это мне превыше всего. Где прошло ваше детство? В Хасавюрте именно? В Хасавюрте, я и 80-е годы, 90-е годы, если у меня есть денег, я был маленький, если у меня есть денег, поехать в Грозный и приехать. И 90-е годы, когда была вот эта война, я находился в Грозном, потому что он мне, самый любимый такой город был у меня Грозный. И 90-е, и 80-е годы я был тогда после армии, нигде не работал, но я все равно приходил, любовался Грозным. Он был красивым всегда. Я в Польше, когда был, они любили свою Варшаву, город Варшава. В Германии, когда служил, они любили Берлин. Да. Я люблю свой Грозный всегда, и сейчас, и тогда. Кажется, что наш Шемох. Шемох, да, это наша гордость. Гордость наша. Какими были ваши юношеские годы и где они проходили? Тоже в Хасавюрте? В Хасавюрте я редко бывал, но я, как сказал, в Грозном. В Грозном, да? Жили? Да, Грозном. В Грозном приезжал, был маленький. Не, я определенно хан. язык попадал я. Хасавюрт,
был такой старый автостанция у меня в Хасавюрте, и там 2 рубля цена была тогда. Икарус, я эти деньги собирал, чтобы приехать в Грозный, полюбоваться, походить, Старопомостовский, там, ну, вот эти улицы для меня они, ну, очень, ну, вот так, и юношеские, и сейчас, ну, Грозный для меня. О Всегда. чем жалеете больше всего? Если я вот по новой начал бы, вот, я много чего в своей жизни изменил бы. Много что изменил бы. Меня, если честно, всегда окружало одиночество. Когда самое нужное был, вот когда я последний раз отца увидел в 18 лет, когда меня забирали в армию. Если я в России где-то служил бы, я его увидел бы. Но я служил в Германии, так не получилось, я уехал, потом его не стало, у меня брата не было. Имел друзей, я для них все делал, для этих друзей. Но когда матушка ушла, я никого не увидел. Никто не сказал из этих друзей, которые моя мама всегда как своего сына встречала этих друзей моих. Ни один человек из них не сказал, прими соболезнования. Да, Гечтойлцин, никто не сказал. Цаан дуаттах цавана тезит. Да, ну, никто не увидел их и не сказали. Ну, короче, там родственников, я же говорю, вот, всю жизнь меня окружало одиночество. И вот это одиночество мне иногда, душило на меня. Одиночество именно. Вы были одиноки без родных, без близкого человека, да? Да, близкого человека. Просто в моей жизни их не было. А я, когда с человеком, например, дружу, я дружу от чистого, не ради чего-то. А вот для меня любой человек, для меня он брат. Я, например, поехал в Баку, в то время. Там, человек был, у него все украли, без денег. Я за свой счет его привел домой. Он не моей национальности, например, по-моему, лакец. Был он из Дагестана. Я его привез домой ночью, поздно ночью. Вот ваш дом, вот сделали этого человека родным. У меня вот такое. Я хочу людям делать только хорошее, вот только желать всегда. Я всегда говорю, вот, когда мне говорят вот так, я всем желаю мира и добра, будьте счастливы и добры. Для меня нация, для меня это Не делите, да, никого? Не делю. Я всем хочу быть, знаешь, вот, чисто от души близким, родным. Всех я считаю вот так. Да, всегда. Абакар, вы сказали, что вот когда вы в армии были, у вас умер отец. Вот каким сыном вы были для своих родителей? Да, я тогда вот, я думал, они вечно будут, родители. Может, мало выделял на это время. Внимание. Да, внимание, для родителей, потому что я был маленьким, единственным. И когда приехал с армии, когда матушка одна, и надеявшись на меня, она всегда ждала хорошего, потому что ей тогда было 34, а отцу было 39. Она, бедная, одна, вот так страдала, чтобы она всегда мизинец на палец, чтобы твой не поранит. Я всем пожертвовал, вот так она говорила. И
для нее я вот так старался, чтобы у нас дома было все, чтобы у нас было, ну, достачи, все. А я только с армии приехал, нигде не работал, как-то старался вот так. А когда я его не стало, мама, ну, я все потерял. Все потерял. Это я одно скажу всем ребятам, молодым. Пока есть ваша мама, любите ее. Каждая секунда, каждая минута возле мамы проводите. Потому что, когда его не станет, бывает уже поздно. Самое ценное, никакие бриллианты, никакое золото, ничего, никакие деньги не заменят маму. Она самая родная, самая ценная, самая близкая мама. Вот вы приехали после армии, да? Вот чем вы занимались в то время? Я сначала, ну, студия у меня была. А вы учились на музыкальной школе учились? Нет, не учился. То есть у вас нет образования, да, Нет, музыкального? нет образования. Я открыл студию, это главная улица города Хасавюрт. И, ну, студия записи была у меня. Я записывал. Потом, ну, это несколько лет вот так. Потом в 89-м телевидение у меня было, Хасавюртское телевидение. Я, ну, очень много, ну, все наши звезды эстрады приезжали ко мне, прямой эфир, у меня телевидение. Но она очень такая, ну, популярная студия у меня была, телевидение. В то время, да? В то время, да. Я вот это хапур-чупур сюжеты снимал, да, монтировал сам, снимал, придумывал. Хошбауди Султан, Исламов Султан и Исраилу Хошбауди. Вот их снимал, вез на море, там на море придумывал сюжеты. Они у меня, ну, неделями жили. И другие артисты приезжали. Но сейчас они это забыли, Коч. Даже мне один вещь вообще в то время стало, ну, с одной стороны, очень обидно. Исламов Султан, например, я их вез на море, там морские сюжеты, потом, ну, разные сюжеты вот так снимали, вот так. И ну, это забылось, да? Забылось, да, забылось. Просто вот я... Это обидно. Да, обидно. Ну, сейчас это не видит, то, что я раньше... А сейчас на связь не уходит, да? Не, потому что в то время тяжелое время было, и когда я приезжал в Грозный, они им, ну, не то, ну, тяжелое время было. Я их забирал к себе, они жили неделями у меня, и когда я вот встретился, ты, ну, помнишь, Султан, я вот так. Вот было мнение, что, ну, почему они так поступили именно? Ну, я не знаю. Ну, говорят же, что добро не забывается. Но они забыли. Это нехорошо. Да, потому что я, например, я вот про себя скажу, я ни в чем не нуждаюсь, например, ни в чем не нуждаюсь. Чисто братское отношение хотя бы, да, Герзелов? Да, ни в чем. Я сегодня, вот, например, куплю, или там, если я захочу много что, например, много что могу, но я никогда, мы все, ну, гости на этом свете, ну, вот это вот, да, ну, вот. Нечем гордиться. Гордиться, да. Я просто гость на этой земле. Гость на этой земле. Просто если я захочу, я могу такие вещи, ну, например, сотворить, например, ходить там, плюнуть на все, но это я не считаю таким. Куралят. Да, курул, да, не люблю я. Там у нас был певец, он всегда говорил, это самая плохая болезнь. Черта человека. Да, курули, это очень плохое. А вот бывают моменты, что люди говорят, Абакар, курук. Вот.
Может, не, я не слышал. Не слышали? Он простой. Например, я в день несколько сот сообщений получаю Мгм. на WhatsApp, на Instagram, например, получаю. Ты человек простой душой, Добрый. добрый, там, ну, там по-разному, ну, очень много так пишет. В то время, после армии, почему именно музыка? Вот, Это у вас, ну, кто вы по профессии, где вы учились? я не учился, я сразу после 10 классов уехал в армию. Мгм. В армии я работал 2 года, группа была такая, визит. Мгм. Ну, я там пародии делал, ну, пародии, но я тогда не пел. А музыкой занимался я. Я музыкой занимался, ну, с 6-7 класса, ну, даже еще раньше. Так как когда в школе учился, у меня, ну, каждая линейка, я вот в Хасавюрте, вот в школе, когда учился, каждой линейке я делал пародии. Там, ну, такие, ну, кавказские, там, «Пасущий дорогой», там, Акценты, да, да? вот такие вот эти делал я. И в армии тоже вот так, вот эти пародии были у меня. Пародии там, ну, их очень по 15, по 20 минут рассказы, такие юмористические рассказы были у меня. И с этим, ну, юмор был у меня то время тогда. А песни я слушал, там, Демис Русос, там, ну, разные, и российские, и зарубежные. Потом из чеченских у меня самый такой был Али Димаев, группа «Зама», да, вот это. Ну, свои у меня любимые есть. И пародии вот так делал в армии 2 года, вот так, визит группа. Потом приехал с армии, потом тоже дальше студия, потом телевидение. И это петь у нас, ну, у меня как получилось, вот. Ну, как давно вы увлекаетесь? Уже со школы это было, да? Ну, да, со школы, с 7-го, это 76-й, 5-й год. 76-й или 5-й год. Многие вообще не было в то время. Да. А петь, это тоже случайно, я не Это думал. после студии, да, началось петь? Это, ну, меня пригласили на вечер. И там мы когда сидели, там живая музыка, там туда-сюда. И мне здесь твоя песня, музыку я писал, и слова я писал. Вы сами пишете свою музыку? Ну, у меня есть и не свое, есть и свое. У меня же больше 500 песен, например. Но большинство мои. Есть чужие, есть свои. Ну вот эту песню, вот музыку я писал и слова. Короче, потом мы сидим, я ему говорю, вот так сможешь сыграть мелодию? Он говорит, смогу, там же синтезатор. И он сыграл эту мелодию, и я спел, там же микрофон, все дела. Я спел. И он хочет, не хочет, ты должен это петь, у меня скоро там сольный концерт, ты должен спеть. Я говорю, подожди, как спеть? Не помню. Он просил, умолял, потом он меня взял, повел в студию, записал мой голос. Мне это понравилось. Вот так и началось, да? И вот так началось. И вот так и первую песню вот я спел. Это моя песня, слова и музыка мои. Потом вторая песня была «Томбола Нежа» на французском. Тоже спел, тоже в то время они приняли его. Очень. И вот так и пошло. И каждый год по 20, по 30 песен, вот так. А с 2014 года, вот с 2014 года где-то около 300 с лишним песен Записали вы, да? записал. Да. Это уже ваши песни. Не, мои. Ну, слова и музыка там Да. по-разному. Или слова мои, или музыка, или слова музыка мои, или слова, ну, чужие, и чужие песни, там есть, например, и сейчас в данное время, там, например, на английском, на французском песни есть, но это не мои, это чужие. А что вас вдохновляет писать музыку? Если, вот, когда тебе одиноко, и когда ты любишь свой, например, даймок у меня, который вот 11 песен, даймок. Я люблю свою, например, республику чеченскую и пишу песню. И я его хвалю, восхваляю, потому что, да, вот так. И я этим наслаждаюсь.
если друг, хочу друга, да, вот рядом хорошего друга, вот. И это слова, которые я напишу про друга, песни. И она мне По типа, душе. Да. типа, Близка, что ли? да, не, вот, ну, вот, я не знаю, как это объяснить, сюрун сахаушды, например, Ага. сюрун сахаун шана, Ага. ишца дот, Ир баяр да өч. даыч, сен иштолксы, так ишта мох хестош, так духмады, се илештат, Да, да. нохчучи, дай мох. Сколько дней нужно вам, чтобы записать песню? По-разному? По-разному, да. Вот сейчас в данное время у меня, например, был в Турции, там такая мелодия, такие слова появились, они все здесь. Мгм. Мелодия необычная, чисто народная наша, чеченская народная. И слова от души я знахас, вот Будем да, ждать. да. А вот про хит последнего года «Дела Реза Хилдахуна». Дело реза хилдахуна, хайна гуша соса гарна. Это Это кому-то посвящено или ну, как вы придумали тоже? Ну, я его записал еще 1,5 года назад, она лежала. 1,5 года она лежала еще. Я его не хотел выпустить, я думал, не понравится. Она кому-то посвящена? Она и не посвящена, этот самый... Тот день вот так получилось, Хасавюрте пошел на рынок, вот так походил. Ну, мне тот день вот так до того одиноко было. Мгм. Потом один прошел мимо, как будто, ну, все своими делами занят, потом другой прошел, как будто не видит, там, вот так, так. И зашел, там, так сидел, думал. Один, ну, знакомый проходит, ну, им, типа, может, видели, может, не видели, вот так. И цунахал дерез. Лухнахал дерез. Да так вот так сидел. И тот день после обеда как-то получилось, вот так, это утром было, и после обеда вот так, и первое слово «Дела реза хилдахуна». Хайна гуша соца гарна. Ху соцагарна, типа, это... Соца гарна. И хотцагар дукатига. Да, соца гарна, да. Слова Это- песни, вот именно хотудина альвальчхина, Да, а? вот так. Хотцагар дука. Да, цыган. И вот так потихоньку, вот один куплет, потом второй куплет, вот так, и мелодия. И записал, главное, записал. И 1,5 года она лежала. Так получилось, я его в прошлом году осенью, там один куплет взял, я даже не выпустил его. Один этот самый куплет взял, поставил свою фотку, сделал такой дейлорез и одному отправил. Дейлорез хулдахуна, хайна гуша социгана. И она везде пошла вот так. И полную песню начали просить. Ну вот так пошло и на КВН, и туда, и Абакар, расскажите про свои наряды. Все такие яркие, необычные. Вообще 2000-е, начало 2000-е, или 90-е это было. У вас вообще длинные волосы, ну вообще другие наряды. это я для себя вот так съемки делал, ну, для себя у меня, ну, камеры там, эти, там, то, для себя, вот так, их было, есть очень много, для себя просто интересно было в то время, но сейчас это не интересно. В то время для меня это интересно было сделать под Modern Talking на чеченском языке, там, Bad Boys Blue на чеченском, Тото Катонио. Но это Тото Катонио, например, это чисто случайно вот так получилось. Я взял прямо в студии, вот так надел, давай, ключи, аранжировку включил, и вот так один раз вот так для себя их писал. Я для Народа не писали. для народа не писал я, чтобы народ слушал, для меня. И у меня был, ну, продюсер у меня не был, у меня был друг,
И ему это понравилось, короче. Он себе брал, сам потом меня взял в Грозное, сам снимал с камеры, сам снимал. Вот так, это очень, это классно. Вот этот красный костюм, он супер, это ни у кого нету. Там вот так, он меня снимал, и эти вещи одновременно и у него, и у меня. И они разошлись в 2007 году полностью на все. И это мне не понравилось, мне это моя домашняя коллекция. Их, я знаю, их очень много, потому что, их может быть 20, может 30, а их тысячи моих съемок, которые сделаны разными костюмами, рубашки там, туда-сюда. И ему попалось где-то 20-30 видео, и она везде пошла, и это мне очень неприятно было вот смотреть на это. Но я же говорю, для народа не снимал. Если я вышел, и вот я сейчас вышел народ принял, народ полюбил, и у меня другая форма. Это близко. Это есть съемки, они есть у меня. Съемки есть, но они мои личные. Но когда этому человеку попались вот эти 20-30 съемок, и мне это было очень неприятно. Неприятно. Вот я слышал, у вас был какой-то менеджер, который заставлял вас одевать эти наряды. Он говорил вот так, супер. И вы больше его не слушаете, и вы с ним больше, Мы несколько лет контактите. разошлись. Да? Несколько лет назад, это, давно уже. Разошлись. Было и прошло. Да. Я же говорю, у меня есть очень много съемок, я вот считаю Эду Султанова. Там очень много съемок, вот разные. Дедиго, Билахаж, вот которые на телевидении, и песни такие же, которые нет на радио. Да. Вот его клипы у меня есть, которые я снимал. Когда я его приглашал на телевидение, например, и много там, например, любую, например, Дадашева Тамара. У меня есть съемки, которые у Дадашева нету в то время. 82 года, например, ансамбль в войнах, 82 год, Зама, 83 год, концерт Грозный, фонтаны, это. Как называлось ваше телевидение? Борз. Не планируете? Снова начать? Это моя кличка была, Борз. Да? Да, мы даже на сюжетах там в одних хожбалде там я играю сюжет, я же сам придумываю, там мы едем на море, нас гаишник останавливает, гаишник хожбалде, останавливает Султан, мы вдвоем едем, меня останавливает, выхожу, я говорю, мы на море отдыхать едем, туда-сюда. И он играет четко, и там они написали Борз Бакар. Вот такая кличка, это ни с теми, ни с другими не связано, просто у меня кличка была Борз Бакар. Борз Бакар. А потом этот Хошбалди говорил всегда, ты не Бакар, ты Борз Бакар. Вот так говорил, вот такая кличка. И невестки наши меня называют Борз там, Борз. Марваша. Да. Борз, вот так говорит, Борз там, Мудауш, Борз, Мудешво, Мушел Муя, Борз. Вы планируете завершить карьеру? Сейчас навряд ли. Может, я думал, когда мне было 50, это было в 2012 году, я в Хасуте сказал, это последний концерт, и все, больше дальше не пойду. Потом передумал опять, потому что вот этих песен, которые я написал после 12, они намного лучше, да. Мне вообще сам клип Дилареза Хольда, качество клипа понравилось, потому что ребята тоже отличается. Да, ребята, я говорю, Рамзан, Резван, Апти, Мохмад, просто ребята, золотые они ребята, же, да, они, кстати, они меня вытащили с Хасавюрта. Я сидел у себя в студии, целый день сидел вот так, и они предложили мне вот такой вариант, работать вместе. От вас ожидается такое, понимаете, серьезное. Да. У нас же, я не встречаю, например, Хасавюрте вот так, чтобы мне предложили, да,
например, у нас, знаешь, как вот, например, ну, может, здесь тоже есть, у нас лишь бы снять, вытащить с кармана трубку, да, вот так, и снять какой-то прикол, там, это скажи, то скажи. А эти ребята, вот, они пришли, зашли ко мне, познакомились, и они мне просто на этот все мне открыли глаза на нашу, ну, эстраду, на нашу... Новый взгляд. Новый взгляд, да, на нашу культуру, ну, по-другому. И да, да. И эти ребята помогли мне. Вот так. Если не они, может, я и дальше сидел бы у себя там, в студии, никому не нужный. Я не умею врать. Я никогда в жизни, у меня вот сколько случаев было, я себе выгоду никогда не искал. Я хочу вот для своего народа, для своей вот молодежи быть всегда чем-то полезным, чем-то нужным. Примером. Да. Для меня в Чечне, в Ингушетии, Дагестане, вот самое большое, вот представь себе, вот богатство твое, самое большое. Для тебя любой двор открыт, любые ворота открыты для тебя. Пожалуйста, приходи. В Ведено приходи, Самашки приходи, Урус-Мартан, Ашхамартан приходи. Везде вот так. Сейчас был в Турции, там вот так. За 10 дней проживания, например, я скажу, как есть, и кормили, и проживали, и все. Это же, это твое самое богатство, это вот твое. Когда люди тебя, ну, до такой степени любят, уважают. Для тебя, я же говорю, вот, поехал в Турцию, и то двери открыты для тебя. Вот я недавно видел видео, довольно популярное видео, вы там поете «Дел Реза Хулдагуна» песню, и там люди с зала снимают и смеются. Некоторые там, один чувак выбежал, смеялся там, не знаю. Вот ощущение было того, что почему не смеются именно? Обычная песня, там ничего такого нету, но почему так относятся именно? Это был 10 декабря, Хасавюрт. И еще, там, скажем, в 2007 году, опять же, этот зал, этот же Хасавюрт, этот же зал, и такой же самый опять. Ну, там у нас молодежь это специально делает вот так, чтобы один сказал вот на улице, да, вот, мы, чтобы концерт сорвать, все сделаем. Вот так я слышал, концерт, чтобы он не дал. Я не знаю. Например, 2007 год, 12 мая, день моего рождения, у меня концерт. Мне исполняется 45 лет, и первый раз я делаю сольный концерт свой. Их было где-то около 70-80 концертов сольных у меня. Тюмень, Омск, там, Нижневартовск, Сургут. Ну, концерты были, сейчас тоже нам намечается, вот скоро. И вот именно Хасавюрте, вот в Чечне нету, например, никакого, вот, ни одного села, где я не был. Например, Нажаюрт там. Ну, Любое село. Любое село, вот, я концерты давал. Вот так, сольные концерты свои. Их около 70 чем-то, около 80 чем-то, вот так, я не помню сейчас. Именно когда в Хасавюрте, вот, например, первый концерт, 45 лет, и первый концерт у меня. 12 мая, день моего рождения, я выхожу на сцену, и у меня сольный концерт. Через полчаса мне на сцену, мне звонит на мой номер. У меня тогда был другой номер, я взял телефон, поднял и слушаю его. Я говорю, да, слушай, Абакар, да, мы сейчас хотим взорвать зал полностью, взорвем с твоими же поклонами. А у меня билеты вот за полдня было продано. Все, полностью. Там 360 сидящих мест. И они мне, и
Ну, он вот Ну, так. почему такое отношение? Не знаю. Не знаю. Именно хасавюрты вот так. Вот так. А, Я ж говорю, вот, хасавюрты да, это, да? Да. Да. А я же говорю, я в каждом селе, я где только не был. Нижневартовск. Только там, Сургут. да, вот Да, только там, вот коррекция. так. И это тоже там же. Например, он мне говорит, зал. Я говорю, я тебе желаю всего. Если надо помочь, я тебе помогу. И вот так. Потом этого не случилось. Потом опять что-то. И чтобы этого не было, у нас, например, я заметил, знаешь, вот, то, что я врать, я еще раз говорю, я не умею врать и не люблю. Я его люблю как есть, говорю, любую вещь как есть. Например, вот у нас, вот где я живу, в Хасавюрте, вот нравится, когда что-то взорвали, что-то горит, что-то поломался, например. Вот я не знаю, почему вот нравится. Этот концерт, чтобы не был, например, очень много людей постарались, вот, чтобы сорвать вот это, чтобы ха-ха. Я смотрю на этого человека, который, вот, говоришь, да, вот, вроде бы нормальный парень, но я смотрю на него, и люди удивились, на него смотрят все. Я не знаю, вот, я видел вот, пьяные люди, да, вот так. Но я в жизни, я не курю, не пью, вот так, я вот всю жизнь вот так. Но это вещи для меня, они дико кажутся мне, вот так, я не знаю, ну, я видел пьяного человека, ну, что он сделал, я не знаю. Под каким наркозом он был или что, я не знаю. Ну, не знаю. Даже нету ответа, да? На ответа нет. Ну, человек прямо, я не знаю, вот. Там, например, дело реза худахуна, хайнагу шахтоцыгана. Ну, что там такого смешного? Я ничего не показываю, главное. Или, я не знаю, короче, вот, чтобы, бывает же вот там, физиономию сделать или какую-то там... Обычно глаз. серьезная песня, да. Серьезная песня, вот, не хотят у нас. У нас не хотят вот. Не принимают, что ли? Да. Не, вот, я же говорю, вот, у нас, вот, например, приезжаю в Чечню, например, вот так скажем, молодежь по-другому относится ко мне. Ребята, вот я еду за рулем, вот так, прямо вот сегодня, вот представь себе, вот затемненные окна, меня узнал, пацан сигналит, выхожу, обнимают там туда-сюда. А у нас там поприкалываться, взять трубку вот так, направить на него, там вот так приходу половить. Чисто попыкать. Да, приходу ловить. Вот мы приход, например. Я не знаю, я говорю, вот... Вот такое отношение к вам вы не понимаете, да? Да, не понимаю. И вот мне тоже интересно, почему именно большинство людей так воспринимают. Снимают Да. чисто Это не только хихи-ха-ха. меня, да. Это не только меня. Не, Вообще. любой гум нохчич Да, да, вахтала, да. прото да гаду, Да. элдит тюш, Да. Например, сон дац, например, ожили, сон хвел цаавац, сон и тихани ожили лади, ас любой дац, любой им дац, сон цедезер, ас эрдох, например. Ас эрдох. Сон, вой культура есть, вой камбез, вой молодежь, ас уважать его, ас, например, цанник, пел бой и целос будет, ас صدعوا دق если حدق والعادي например يقسم другой лад сон ас например в 2008 году когда был концерт в Тюмени ас войсен камдац войсен мохбац хаз и ат вабин была войсен камдац войсен пачавац войсен коше öz мягкрыбац ас мосту метах выкам ничего ас хесту а совещах типа приколоться, ну это молится, приход поймать, например, их ас вы молодежь, ас, например, недавно был телевидение, например, вы молодежь, что духа есть сон раз мэр их кончанаду, любой молодой кант, кому 20, кому 18, например, что мэр их кончанаду. Со дахает доктор, со мора шин, со визор ходится. А этот, ну я не знаю, Объяснение. да,
أدوق حمود حدوق حبيج قيد حدوق حدوق دلني وسطك يا حبيج سق حلور سقوي حدوق إتسي غيرت Да. حبيج غير أحط سريش صغيرت حدوق اسمع الله كوش دات вот того шин ше водиш шадик дешшин любой того дат шин вонок шагул дешцу тун изавис тун ицелар цу шин был деш что например с или сон доходиш с даймах хляц гал моды грозный или дусе например грозный или например мафит или грозный например мафит или даймох ногчи че например, Абдулхамид Хатуев. Астун муум язбир, эцхана далгеш толсун, вы дух илеш язин поэт вы, так то су бисун звонит, то су говорит, Абу Бакр вуйхаял, асил вуйхаял. Так, из стихан муум хабяхнал, асил асбяхнал. Я сначала подумал, что он меня хочет ругать. Недовольны, да? Да, недовольны. Потом он говорит, бадик и дарья, хабяхна и мугум. Асил мугум асбяхна. Ах, он багара. Ши концерте, ринс халеш, 80 лет хочешь. Театральный концертный зале. Хавор ватра или шоу хазяз бина и мугум. Ах, Ну, тронуло его, да? да, тронуло. Ах, вагаван, аси или эрж. الزوج شوط إلى يسري إسحاق شوط إلى سخوقة например كوينا волч هنا إسحاق قدي دوش إلاس ديل ريزة خوبه هنا تخسيدرنا بتشان ديل ريزة خلدا حونا نخشي قوم أحسيدرنا خلق ذيك وش شوط إلى يسري Вот такое, да, да принимаю. да понимаю так инс так إسخناه вот например в 2008 году Хатуев Абдулхамид шел пригласить вечером вот так же принял вау он зал и вот так вот это хочется дальше Да, вот, да, и да, писать да. и работать и творить чудеса. Вот, Абака, вот по завершению карьеры все свои проекты открывают или учат каких-то новых талантов. У вас были идеи? Есть идеи? Я вот Ну, чтобы научить молодых. молодых хочу я учиться, Да? потому что у меня у каждого певца по-своему, например, я, чтобы, например, у меня есть песни, которые я еще давно музыку писал, они есть стихи, их очень много, вот молодым отдать, чтобы, Чтобы работать, да, развивались. чтобы работать, да. А вы принимаете заказы? Вот я видел, вы принимаете заказы поздравительные. Это вы сами так решили? И сколько стоит ваш заказ? Например, вот эта песня «Дила Реза», она мне на WhatsApp идет с Канады, там Лос-Анджелес, Бельгии, вот так идет она. И оттуда же и это идет. Поздравив меня, не сможешь эту песню для меня. Вот так. Они со всего мира, можно сказать, идут. Заказывают, да, у Да. вас? И хотят, вот, например, эти люди хотят, чтобы я поздравил, например, такого-то, такого-то, и сказал вот эти две строчки «Дела Реза Халдахана». Самоудол, Да, наверное. самоудол. И вот люди просят, если так люди хотят, почему бы это не сделать? Нех самоудол агу и хаз агу, цха дог хост агу, халмаез, цха вон глуш, цха иштхал, цанахан иштха цунах самоудол шхаж, и он цо, например, в Бельгия вехшвол Мухаммад, дал дегал войлхо, дал духва войлхо, дал тахан дагр авома гуйтилхон. Дила Реза Халдахана,
Хусейн Кант, Махках, ну, Хилерна, или там другой, третий. Нохчи Ну, Хилерна. Да, Нохчи Хилерна. Но это само удовольствие. Дуэт есть в общем. Вся проблем нет. Я готов. Абакар, вот сколько стоит ваше поздравление? Вот. 500 рублей. Серьезно, что ли? Да, Много бывает. много. Не успеваю делать. А сколько вы зарабатываете вообще, если не секрет? По-разному. И это вопрос не от меня. Всем интересно. По-разному, да? По-разному. Там, например, у меня есть, они же все неоплачиваемые, у меня есть друзья, большинство людей, да, вот, например, мы друг друга с тобой знаем, Угу. да, Ну, вот, он типа например, Рохан, да. Рилхан. я у тебя никогда в жизни ничего не возьму. Мгм. И любое время, если захочешь маму или сестру поздравить, или я у тебя его возьму, поздравлю. У меня же есть свои, очень, ну, которые я люблю, ценю, мне, как я... Принципы, Да, да? да. Мне, они все не оплачивают. Рисован, да. Особенно. Я, например, у тебя никогда в Отлично. жизни не возьму. Ничего, ни копейки. Рисован. Да. Абакар, вот, эйш разве есть что, ант оставим пригласить на кечена, вот он квардин хан хилхили ант квардин таяхкан шайга сайта хилион цахил. Ins Hocker, ins Ören, ins, например, Сада Адацва, ins Свидеён, ins Hocker Вялч, КВНщики ждут. Да? Например, да, Hocker Вялч. Например, целая жизнь куда даст. Ваше любимое место? Место. Грозно. Грозно? Да. Грозно. Город детства. Да. Какой вы обычной жизни? Расскажите про Абакара, которого никто не знает. Как я вначале говорил, у меня есть родственники, есть двоюродные братья, есть дядьки. Гергана. Гельганах, да. Двое дядьки, девичницы. Я вот самое тяжелое для меня, вот это скажу сейчас, в моей жизни, который вот всю свою жизнь пронес вот эту тяжесть, вот эту боль, вот так, вот это скажу я. Саши девушку, щечойбу. Я без брата, без отца, ну, мне было очень тяжело, например, с мамой я один, нигде не работаю, нигде зарабатывать, нам очень тяжело было. И я подался, когда с армии приехал, с девичьим, мол, помогите, пожалуйста, возьмите меня с собой на работу. Они работали на стройке, заработки. Да, шабашик. Шабашк, да. Ну, они дома строили вот так. А я же их единственный племянник. Я им вот так говорил, вот так, когда обратился. Вот Вообще, веганство, было веганство, да. Вот так, короче, они меня не взяли. Ну, мол... Серьезнее воспринимали, да? Да, ну, не взяли меня с собой на работу. Никто меня вот не видел из... Ну, у меня же... Гергана, цены отношения шмуя. А так тетки золотые, да. Просто вот у меня есть нормально вот так сейчас. Ну, когда тяжело было нам с мамой, в то время не было, да. Могли девушек, или другой, или третий. Улевя, вок. А я же молодой, без отца, без брата, ну, да, там был тяжело, чтобы они не взяли, ну, не помогли.
ни в чем. А вот эта вот песня, юмор, наша культура, для меня она была и братом, и родственником, и ну, она В помогала. этом мне. себя нашли вы, да? Да. Ну, помогали мне вот это дальше продвигаться, например, Развиваться, жить дальше, радоваться дальше. Вот песня, юмор, телевидение, музыка, вот это вот. Абакар, что вы сказали бы людям, которые, ну, так скажем, хейтят Олезинс, но да, что и умничают в комментариях там, кто цагдуется ющих душ, нахбук швартенс, шайбал бала баца, шайшум цадиня, ишна хулю хойку ол основном. Их Да. вначале их много было. Да? Ну, не так много, но большинство хорошие говорят, но так. А сейчас их вообще нет у меня. Ну, редко, когда появляется. Ну, я всегда уж сам. Я не хочу отпуститься до ихнего уровня, Да. чтобы что-то сказать. Я, вот даже они и есть, вот, которые хотят, даже и сейчас, в данное время пишут, я им всегда скажу одно. Любое время, 3 часа, под утро, там, днем, одно скажу. Я им желаю мира и добра, будьте счастливы и добры. Да, это больше. Да, это больше, да, мостухен адугдадур. Деврейз Голдшун. Вот это последнее видео я видел у вас на странице, тоже вы там говорите, да, это был, что ликнак только желаю. Это мне нравится, это отличное качество у вас. Вот, вопрос, да? Вот когда я вас пригласил, ну я просто написал, ну была, не была. Я думал, не ответить, да. У вас, я в КВН вас видел, полностью мнение у вас поменялось в лучшую сторону. Первое впечатление, когда я вас позвал. Когда вот так вызывает, мне хочется поговорить с зрителем. Это дает мне шанс рассказать о себе, о своем, ну, о своей работе, о своем творчестве, коротко скажу. Люди, они же по-другому рассуждают. Например, мне вначале говорили, что я жил в Франции, я приехал с армии, с Франции приехал, я там по жизни там жил, ну, я в армии не служил, у меня, например, да, вот, я 2 года служил в армии, например, я очень много тяжелого увидел в своей жизни. Вот если я пою, значит, я трудности не видел, типа, да, там женаты, не да, женаты, 3 детей, 8 внуков, например, там вот так мне хочется. И я с большим удовольствием хочу, ну вот, мне это наоборот понравилось. Что мне, да, что вы задаете вот такие вопросы, аж хатыр здесь, и шедер эльш, и шедер дамо мохози, и ждать Бог, например, с Мубахара, он шемадыр дисли мосама, потому что он, да, нахну осулили, например, как бы не, да, Багдик, да. Абакар, у меня есть рубрика «Подписчики спрашивают». Я сделал вопрос и сразу резко ответим. Салам ашал, вот сунгбол, это была Ташамханов, Асвадир, Аллах рейс хил, Бурч 95-й, одинаково. Салам ашал, Делер салам ашал хулил. Любое время он очень совол швон, да си дуэлха, да духва вола. Абакар, хунди хатсе, Абу Бакар хунди хатсбо. Ильясов.
и Абу Бакр, и Абу Бакр Оль, иш диск. Псевдоним. Да, типа, да? да, иш диснах. Изменилась ли жизнь после дела Реза Хилдахуна? Хасан пишет. Вот тогда она изменилась. Многие вопросы мы уже ответили тут, всех не буду читать. Ададу хоза, просто если выпуск хороший, чакан гурдук. Ара ошкич, ой, пача, сунгуэдара. Да, это тхун иш муэлха, да, духва уэлха, да, это хавоч мадисютха. Ах, тхун ел хэр марша, ах, тхун дел хэр хыз Денош. динош. Ах, вайн халха гинек хэш мадыла. Да. Ах, халха бады гелч. Ходу Дальний Восток я валах, хон нохчи валах, хон мерж батыркнек. Ах, хинц хомитча вахша, холюбо мети вахш хинц, например, хинц Турция волш. О, Кадиров, молодец, во иштиелус. Даже это самоудох. Ах, ас иедох, да духва волх, да цатхон иш муолх, мостахина тхон визхолш аллади Аллах толх. Абакар, хок программе хуяну хашуй, то подарок лушуй, ой подписчик хуяна. Любой певец доктор, то самый легкий подарок, ши диск мой, ах типа иш хаса диск что нас, ах хо дюнин шах, мостом это Асмелер, Майами там, Канада там, поздравление шит, ах сыгр. Поздравление Шире. На долгую память Алла, изавишун хоза, автограф. Условия конкурса. Напишите, какое мнение было у вас об Абакаре до выпуска и после выпуска. Изменилось ли у вас? Лучшим 3 мы отдадим эти диски. Еще один подарок был. Каждому, кто выиграет, каждому будет поздравление от Абакара, да? Да. Что ДРС хорошо, что дал это был Абакар, он ДРС хорошо, ой подписчик шен, ой дара. ДРС хорошо, да. Все, ДРС хорошо, Абакар, ладно.